Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Нарушив мирную жизнь, без объявления войны, фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на СССР. Вероломное нападение на Советский Союз вызвало гнев и возмущение граждан Тувинской Народной Республики. В декларации 10-го Великого Хурала, созванного 22 июня 1941 года, говорилось: «Тувинский народ, не щадя своей жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним». Трудящиеся ТНР горячо одобрили декларацию 10-го Великого Хурала, ответив на его решение патриотическим подъемом. Они выражали решимость своим самоотверженным трудом обеспечить фронт всем необходимым, а если надо, то и с оружием в руках участвовать в боях против захватчиков. Из дальних мест, из голубых долин, для дела славной родины своей араты шлют меха, плоды земли и легких на скаку коней. Под лозунгом «Все для фронта» руководство Тувинской Народной Республики с первых дней войны приняло меры по перестройке хозяйства страны на военный лад. Были расширены старые и созданы новые промышленные предприятия, начат сбор теплой одежды, продовольствия, сбор облепихи и лекарственных трав для госпиталей, денег на постройку танков и самолетов для Красной Армии. Из всех хажунов в Кызыл регулярно отправляли красные обозы подарков для фронта, гурты скота, продовольствие, одежду. Нависли тучи над страной, ударил гром войны народной. Ты, наш земляк, герой родной, ушел на подвиг благородный. Яркую страницу в истории Великой Отечественной войны вписали добровольцы-танкисты. С радостью воспринял народ Тувы разрешение советского правительства тувинским добровольцам вступать в ряды Красной Армии. 20 мая 1943 года на фронт отправились тувинские добровольцы-танкисты. В Кызыле состоялись торжественные проводы первой группы тувинских добровольцев. Тулуш Нурзат Самбуоглу, Тулуш Кангар Халырбайоглу, Оюн Бартыйол Конгароглу, Тулуш Кызылтас Мыртыоглу, Хомушку Чургуйол Намгайоглу, Кыргыз Идам Самданоглу, Ондар Дыртык Чусумаоглу, Хавалык Союнол Алыныглу, Тулуш Шойдун Сажикайоглу, Байкара Бичаол Маспыкологлу, Донгак Уйнукол Долдаапаноглу. Первые добровольцы из ТНР, 11 человек, вступили в ряды РККА в мае 1943 года и, пройдя краткий курс обучения, были зачислены в 25-й отдельный танковый полк
с февраля 1944 года, входивший в состав 52-й армии 2-го Украинского фронта. Тувинские танкисты-добровольцы с начала марта 1944 по май 1945 года участвовали в Курсунь-Шевченской, Умано-Баташанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Сандомирско-Силезской и Пражской наступательной операциях Советской армии. В боях Ясско-Кишиневского плацдарма смертью храбрых погибли добровольцы-танкисты Донгак Уйнукол, Байкара Бичуол, Кыргыз Идам. За героизм и отвагу механику-водителю танка Т-34 Хомушку Чургуелу Намгаевичу 24 марта 1945 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. За боевые заслуги орденами и медалями были награждены тувинские танкисты-добровольцы Нурсат, Дыртык, Уйнукол, Идам, Бичуол, Буртуел, Кызылтас за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Художник Национальной библиотеки Радомир Болган разработал проект портретной галереи «Танкисты-добровольцы», целью которого является увековечивание памяти о добровольцах из Тувинской Народной Республики. Мая 1943 года из Республики Тыва ушла на фронт первая группа тувинцев-добровольцев-танкистов в количестве 11 человек. В честь этого дня Национальная библиотека создаем проект памяти наших тувинских добровольцев. Это была первая группа, и мы в честь них я создал 11 портретов танкистов-добровольцев, и на пожертвование людей из народа, простых наших граждан, приобрели на портреты рамочки, стекла вставили, все, чтобы красиво было. И вот в таком вот виде сегодня мы отдаем дань памяти нашим тувинским добровольцам, танкистам. Следующим будет наш проект создания портретов 200 с лишним тувинских добровольцев, кавалеристов. Как нам надо будет успеть до 1 сентября 2020 года. День Победы, как он был от нас далек,
как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета,